моей музыкальной школе 100 лет, целый век. Представляете, сколько музыкантов выпустила эта школа за 100 лет? Сколько пьес прозвучало в исполнении детей? Наш ансамбль скрипачей готовится к юбилейному концерту целый год. Гора новостей на главной репетиции. Гора новостей в музыкальной школе номер 1 имени Наримана Сабитова. Перед юбилейным концертом репетиции идут каждый день. Торжественный вечер, на сцене должно быть все идеально. На сцене будут только лучшие музыкальные коллективы. Мы на репетиции ансамбля скрипачей. Оказывается, ребята не только репетируют пьесы, но и учатся эффектно выходить из-за кулис и не забывать про улыбку. Столько разных моментов, о которых артист должен помнить во время выступления. Как ты думаешь, сколько струн было порвано в этой школе за 100 лет? Наверное, около 130 там, или даже больше. Но вообще на скрипке их ужасно тяжело порвать, потому что они уже металлические, не такие, как раньше. Почему ты выбрала скрипку? Скрипка, мне кажется, очень изысканный инструмент и самый красивый в мире. У него божественный звук, она просто, мне кажется, богиня всех инструментов. Какую пьесу ты будешь играть на 100-летие? С этим ансамблем я буду играть вальс Чайковского. Она, из мультика «Щелкунчика». Она очень веселая и какая-то даже торжественная. Также я использую «Спящей красавицы». Она проснулась, и все этому рады. Музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова – старейшая музыкальная школа республики. Не случайно ее порядковый номер 1. За век своей работы она выпустила более 5000 музыкантов. Среди выпускников есть такие, которые прославились далеко за пределами нашего Башкортостана. Уверена, что кто-то из этих ребят тоже будет блистать на мировых сценах. Как ты думаешь, сколько скрипачей выпустила школа за 100 лет? Я думаю, где-то 3-4 тысячи. Сколько вы готовились к концерту? Мы очень долго готовились, и мы должны были выступать еще в прошлом году, но все отменилось из-за пандемии. Это не все ученики. Здесь обучаются 1100 ребят по 24 специальностям. Играют на всевозможных музыкальных инструментах, на народных и на классических. Послушать игру начинающих и талантливых музыкантов вживую совсем скоро можно будет и вам. Приходите на юбилейный концерт. Увидимся на самом концерте, который состоится уже завтра в Государственном концертном зале Башкортостан. Камила Бакирова, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.